И к другим темам. Хакасская медицина буквально взлетела до небес. С недавнего времени в республике начало полноценно действовать отделение санитарной авиации. Это позволяет доставлять пациентов вертолетом из самых отдаленных районов в центр максимально быстро. Попасть в федеральную программу, по которой Хакасия и получила деньги на санавиацию, удалось далеко не всем регионам. О том, как работает воздушная неотложка, репортаж Константина Кравцова. Считанные минуты, чтобы прогреть двигатели. На борту вертолета единственный пассажир – врач Абаканской больницы. Скорая воздушная помощь отправляется в Копьево на эвакуацию тяжело больного. Там больше нет анестезиолога. Меня поэтому вертолетом отправляют. Состояние его очень тяжелое. Главное преимущество вертолета – это его мобильность. Например, чтобы доставить пациента из Абакана в Красноярск, необходимо час-полтора, в то время как автомобилю на это необходимо в несколько раз больше. Юлия ни на минуту не отходит от больничной койки своего сына Сергея. Подросток накануне попал под удар поезда в таежном отдаленном поселке Балыкса. Вопрос жизни и смерти решали минуты. В хирургическое отделение Сергея было решено доставить также вертолетом. Это и помогло спасти подростка. Реанимобиль, вот этот его ожидали, да, вертолет прилетел. Очень быстро прилетел, быстро врачи забежали, быстро очень все, бегом прям забежали, носилки занесли, сразу его положили, сразу ввели лекарство какое-то. О необходимости отделения санавиации говорят цифры. Только в первые дни полноценной работы квалифицированная медпомощь оказана 15 жителям региона. Востребованность достаточно велика, поскольку есть решающие или основополагающие моменты. Это время доставки и скорейшее оказание медицинской помощи. Стоит добавить, что отделение санитарной авиации последние годы использовало вертолет лишь в исключительных случаях. Из техники были фактически лишь автомобили. Благодаря тому, что Хакасия в числе 33 регионов вошла в федеральную программу по развитию санитарной авиации, медицинский вертолет теперь не экзотика. На его обслуживание республика получила 128 миллионов рублей. Смысл реализации этой программы для того, чтобы улучшить доступность именно специализированной, качественной медицинской помощи населению республики. И если ранее у нас, конечно, отделение санитарной авиации, оно и работало до этого, но вызовы и выезды специалистов осуществлялись на автомобильном транспорте. Вот сейчас именно отделение санитарной авиации имеет право называться именно таковым. Теперь же задача Минздрава республики восстановить инфраструктуру еще советских времен. Вертолетная площадка уже строится в Ширинском районе. Ведутся переговоры по обустройству в Усть-Абаканском и Таштыбском. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Сергей Казьмин. Вести, Хакасия.